Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Внутренний водный транспорт всегда играл важнейшую роль в развитии республики. Проделана большая работа для успешного прохождения навигации и своевременной доставки всех необходимых грузов. Следуя многолетним традициям, речники Якутии с достоинством обеспечивают северный завоз по главным водным артериям нашей республики. Гость в студии сегодня Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. 27 мая в Якутске открылась навигация. Вот расскажите, какая работа была проведена для успешного прохождения навигации? Да, 27 мая в районе города Якутска, между Якутском и Алданом, открыта навигация. А в верховьях реки Лена она была открыта еще 11-го, соответственно, по мере прохождения ледохода. В районе Алекмы 22 мая. Сегодня практически по всей протяженности постепенно, поэтапно открывается навигация, обстановка. По малым рекам, по северным рекам, по Колыме на сегодня открыт участок от Зырянки до Среднеколымска. Ближе к 10 числам июня откроется и до Симчана. Что касается Индигирки и Яны, это также первые числа июня. На таких реках, как Вилю и Амга, уже идет, соответственно, навигация. Это быстро мелеющие наши реки, и, соответственно, там идет вовсю сейчас завоз грузов. Проведена большая преднавигационная работа, будет задействовано порядка 723 судов, 50 крановых мощностей, 50 единиц. Ну и судоходные компании у нас провели большую такую подготовительную работу, все в плановом режиме, постепенно наращивается флот, будет привлечено порядка 3000 персонала, в том числе будут привлечены порядка 800 единиц курсантов. И напомню, порядка 1 273 000 тонн мы должны завести, все судоходные компании должны завести в рамках северного завоза первые, так скажем, грузы, жизнеобеспечивающие грузы, топливо и так далее. Все в плановом режиме. Сегодня речники готовы выполнять поставленные задачи. Вот какой объем грузов планируется перевести в эту навигацию? Вот сколько единиц речного транспорта будет использовано при этом? Да, как я отметил, сегодня свыше 1 200 000 тонн грузов жизнеобеспеченных и, соответственно, порядка 723 единицы судов и 50 единиц крановой техники. Все суда и, соответственно, грузоотправители, получатели все сегодня готовы. Уже по многим рекам идет завоз. Уровни воды пока достаточны. Будем наблюдать. Есть такие прогнозы, так скажем, немножко осторожные о том, что, в принципе, уровни воды могут ближе к концу лета снизиться. Соответственно, сегодня стоит задача максимально, пока определенные глубины имеются, завести весь объем груза. В теперь и паромах какие меры принимаются министерством и другими структурами для совершенствования работы паромных переправ? По основной нашей паромной переправе Нижний Бестях-Якутск, здесь, как вы знаете, мы в последние годы активно занимаемся благоустройством, сформированы накопители. Хотелось бы отметить, что со стороны Нижнего Бестяха действует сегодня 7 причалов, со стороны Якутска 6. Со стороны Нижнего Бестяха 6, со стороны Якутска 7. Это не только причалы единой управляющей компании «Паромы Якутии», но и паромы ассоциаций АЯМ. Если говорить о Якутске, они находятся чуть дальше, соответственно, там также организован накопитель, отдельно выделенная полоса для опасных грузов, для легковых автомашин. Если кто-то из наших жителей не знает об этом, то, пожалуйста, также можете пользоваться, соответственно, причалами ассоциации АЯМ. Со стороны Нижнего Бестяха завершены работы по
подъездной дороги и значит, в виде бетонных плит. Эта работа продолжалась за счет средств дорожного фонда и по заявке районной администрации там сегодня достаточно такой комфортный подъезд и, соответственно, организована работа накопителя. Накопитель сегодня видим, что существующая мощность недостаточно. Будем проводить также расширение. Здесь с районной администрацией будем отрабатывать по земельным участкам. Кроме того, там ассоциация АЯМ сегодня также по накопителю для грузовых автомобилей также, соответственно, готовит площадку. Кроме того, сегодня уже начато строительство на паромной переправе со стороны Нижних Бесях пассажирского терминала, такой же, как и где терминал железных дорог Якутии. Да? И со стороны вот, города Якутска в прошлом году благоустроенный общественный туалет, будут созданы точки общепита, и в целом там хотелось бы отметить, что сегодня уже установлено информационное электронное табло, и, соответственно, после пуска наладки оно также в ближайшее время самое заработает. Кроме того, в самое ближайшее время ставим задачу для организации электронной оплаты на берегу, и в последующем к июлю хотим, соответственно, запустить оплату через мобильное приложение «Паромы Якутии». Сегодня на паромной переправе вот, Нижний Бесях Якутск работает 12 паромов. К пятнице этой мы будем наращивать. Всего должно работать порядка 14 единиц паромов. Значит, задача существует нарастить. Сегодня есть сформировано расписание с 5:30 утра до 23 часов вечера паромы курсируют. Есть небольшие сбои, ну, как говорится, это пока, как скажем, в первые дни. И, соответственно, в выходные и праздничные дни паромы работают по мере накопления. Да? Соответственно, если это в основном самые пиковые часы сегодня, уверен, что многие родители повезут детей на каникулы в деревню, к бабушкам, дедушкам. Соответственно, ожидаем достаточно большой пик, соответственно, такой по наполнению. И, соответственно, здесь хотел бы также, чтобы население планировало заранее свои поездки, безусловно. Что касается тарифов, то тарифы остались на уровне прошлого года, кроме легковых автомобилей. Здесь хотелось бы отметить, что проводится работа по изменению методики расчета тарифов, когда не только грузоподъемность учитывается, но и параметры занимаемой площади на судне. И вот эта вот работа совместно с перевозчиками, она планомерно, поэтапно двигается. И сегодня объективно нужно отметить, что тарифы на легковые автомобили чуть, значит, повышены. Общее повышение от 100 до 200 рублей, там, в зависимости от типа автомобиля. Считаю, ну, небольшое повышение. В целом по грузовым автомобилям еще раз хотел бы отметить, что повышения не будет, и это не должно сказаться в том числе на потребительской корзине, на ценовых параметрах. А вот, например, при изменении, да, методики расчета стоимости проезда на пароме, да, например, если будет учитываться объем автомобиля, размер автомобиля, да, в какую сторону будет меняться, станет дороже проезд или дешевле наоборот? Там все зависеть будет от как раз-таки от параметров самого автомобиля. Где-то по каким-то типам автомобилей может произойти действительно снижение, а вот по каким-то другим, например, по, может быть, малым автомобилям, это может быть повышение. Сегодня работа эта с Государственным комитетом по ценовой политике ведется планомерно, но это изменение, хотелось бы отметить, здесь важно отметить, изменения в этом году, вот после выхода официального приказа Государственного комитета по ценовой политике 23 мая, эти тарифы до конца сезона, до конца навигации не изменятся. Вот когда откроется навигация для маломерных судов в этом году? Что касается, значит, маломерных судов, значит, это моторные лодки для некоммерческих целей.
Здесь навигация планируется в районе города Якутска и центральных районов с 5 июня, с 5, потом постепенно 11 и в северных районах, в арктических районах это 20 число июня. Связано это с тем, что, да, казалось бы, может быть, сегодня нет льда уже на реке, там, соответственно, река, казалось бы, чистая, но вместе с тем, вместе с паводками и водами идет так называемая там черная вода, плюс различного рода мусор в виде бревен, деревьев. И, безусловно, эти сроки, сроки открытия для маломерной навигации, соответственно, они корректируются с учетом, прежде всего, безопасности передвижения, безопасности на воде. И сегодня, чтобы исключить, были, вы знаете, в прошлом году трагические случаи, что на реке, на воде, соответственно, исходя из этих параметров, 5 июня вот в районе города Якутска для маломерных судов навигация откроется. А вот как будут организованы пассажирские перевозки на маломерных судах? Сегодня уже значит, суда, моторные лодки типа «Марлин» и «Волжанка» уже начали курсировать с речного порта. Значит, порядка 4-6 «Марлинов» и около 20 «Волжанок». Тариф, значит, такой же, как в прошлом году, 500 рублей. Кроме того, с речпорта отходит теплоход «Рукавишников». Тариф там составляет 300 рублей. И с 203-го микрорайона ходят два судна «Нептун», 27, значит, судно на воздушной подушке, там тариф также 500 рублей. Сегодня, в принципе, все встали на линию, проблем нету, все организовано, как полагается. А планируется ли в будущем увеличение числа маломерных судов для перевозки пассажиров? Значит, по теплоходам, если говорить о теплоходах, то да, дополнительно еще в эту навигацию еще выйдет еще один теплоход по типу «Москва». Кроме того, мы по, значит, итогам работы Андрея Владимировича с Росимуществом мы в Ленский бассейн, значит, придет теплоход «Ломоносов». И мы ожидаем до сентября месяца, что подойдет еще, как мы уже до этого заявляли, он будет готов, «Метеор», «Метеор-201», соответственно, это позволит увеличить частоту рейсов, в том числе по межмуниципальным маршрутам, и, соответственно, это скажется, безусловно, на ценовой политике. И что хотелось бы отметить, что с прошлого года были выделены средства на городской администрации на проектирование дороги к подстанции Намыв на 204-м микрорайоне. Проектно-сметная документация этой дороги уже разработана, зашла в экспертизу. Ожидаем в ближайшее время получения положительного заключения, и в этом году начнется работа по строительству этой дороги для того, чтобы перенести станцию для воздушных подушек, для судов на воздушной подушке подальше от жилого сектора. Сегодня там перевозчики по собственной инициативе уже приступят к отсыпке, значит, основания и фундамента для пассажирского терминала, и, соответственно, планируем все суда на воздушной подушке перенести в район 204-го микрорайона. Дорога будет предполагать в том числе и остановочный пункт для автобусов, и маршрутные автобусы также будут туда доходить. До осени планируется завершить первый этап по дороге и, значит, сделать фундамент и основание терминала. Ну и, соответственно, все эти работы, я думаю, что полноценно, на полном мощности заработать в следующем году. Ну что ж, Владимир Михайлович, ваша главная река проснулась ото сна, началась навигация. Желаем исполнения всех планов и обязательно доставить всех грузы до адресатов. Спасибо. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.